Лезгифильм представляет фильм Альмира Башиева «Наша великая история». Леклахана дехчавара час барада, леклахана час жуванда, час джарада. Чун лекэри гекигайдия, кчевлер чинтидай, час лекэр хиз килигайдия, килхуравас финтидай. Час коншиди леклахана, дагдин синел мугидай. Час дустуни леклахана, Цаву юqal ругидай. Леклахана. Сада курез, сада кичез, сада хошиз, сада тичиз. Хич чалаханлахана час цаваррамавур. Якузгундин торгана час иви қос хазур. Тиблаханач час садани. Вилерникоз ичи, мичи. Час садани рангар чулоу, хурuz гидай хабар чулоу пеклаханач. Час садани кеклаханач, вичел қару, такабурлу, инхе аджузда курчауз, хур великна қала қуддай, қил виридлай вине қадай, заиф буруз куф яғадай. Леклахана час вирида, қақам вилер, рамидай, дағларини, цаварини, чунтакурла ғамидай. Цудлек ағзур кузгун дилай, вик жедалаханы час. Лек акурла чалағанни митүр жедалаханы час. Чулуш яда джирханани, ялизгияр. Лек гафуни кюхиялриз нурғанани, ялизгияр. Чун dünya diz, madlek erhiz atun gerek. Çi dostariz, çi düşmanriz, çunlek erhiz akon gerek. Çilin vinel çun har çavuz, qil vine vaz qaqön gerek. İtim vilek gel qön gerek. Hiq anç eve khayit ani, laprek iday beredani. Çunlek erhiz reqin gerek. Этимология слова «лезгин» исходит к слову «лег» – «орел». В дальнейшем, из-за невозможности адекватного отображения, слово «лег» другим письмом, в частности арабским, где нет звуков «е» и «к», «лег» превратился в «лак». А далее, посредством суффикса «место «з» и иранского «стан», то есть «место», «лак» превратился в «лакз» и «лакзистан», что дало народу название «лакзан», «лакзин», «лезгин». У многих народов есть свои ритуальные танцы. Были и есть они и у лезгин. Сегодня в мире трудно найти человека, который бы не знал зажигательный танец лезгинки. Испокон веков через Кавказ проходили торговые пути, объединившие Европу с восточными странами. Побывавшие здесь европейские путешественники обратили внимание на красивый и ранее нигде не видимый танец, который танцевали местные народы, именуемые лезгинами. Что же такое лезгинка? Это своеобразные соревнования между молодыми людьми, быстрое, темпераментное, требующее большой силы и ловкости от юноши и плавности, изящества от девушки. Знаменитый танец лезгин является ничем иным, как отголоском древних языческих верований и ритуалов, одним из основных элементов которых являлся образ орла. Этот образ совершенно точно воспроизводится танцором, особенно в тот момент, когда он, поднявшись на носки и горделиво раскинув руки, как крылья, плавно описывает круги, словно собираясь взлететь. Музыка лезгинки с четким ритмом и энергичными движениями привлекла к себе внимание многих известных композиторов. Так Глинка в «Руслане и Людмиле», Рубинштейн в «Демоне» поместили бурную, полную стихийной силы и страсти лезгинку. Композиция осталась популярной по сей день. Очень часто к ней обращаются и современные исполнители. Как наименование всех народов на свете и слово «лег», «лезгин» означает «люди-орлы». Соседние народы слово «лег» воспринимали как название определенного народа,
а сами леки вкладывали в слово «лек» понятие «человек-орел». Отсюда и название танца лезгинка, как человеческого танца в образе орла. Лезгинка, народный танец лезгинь, распространен по всему Кавказу. Знаменитый танец лезгинка известен также в Иране под названием лезги и в Грузии, как ликури. У истоков этого танца стоял великий талантливый лезгинский народ. Ведь чтобы стать таким распространенным, быть таким любимым многими народами, нужны были столетия. Лезгины – один из коренных народов Кавказа, исторически проживающий в южных районах современного Дагестана и сопредельных районах Азербайджана. Говорят на лезгинском языке, который относится к лезгинской ветви кавказских языков. Лезгины являются самым крупным из лезгиноязычных народов, к которым также относятся табасараны, рутульцы, агулы, цахуры, удины, арчинцы, крылы, будухи, хиналукцы. В дореволюционной литературе лезгинами нередко называли все горское население Дагестана. Предки лезгин исторически входили в состав Кавказской Албании. Население Кавказской Албании не имеет отношения к балканским албанцам. Изначально представляло собой союз 26 племен, говоривших на различных языках лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи. Кавказская Албания – это древнее государство, возникшее в конце 2-го, середине 1-го веков до нашей эры, в Восточном Закавказье, занимавшие часть территории современных Азербайджана, Грузии и Дагестана. В истории любого народа есть периоды его политического, социально-экономического и культурного взлета. В годы такого расцвета свои лучшие качества проявляют лидеры народа. Причины и обстоятельства появления таких героев индивидуальны. Однако образы этих героев, как и периоды, в которые они жили, сохраняются в памяти народа на долгие века. В истории лезгинского народа было несколько подобных взлетов, и каждый раз лезгинский народ давал миру достойного героя, лидера, настоящего патриота, примера для подражания и гордости. Одним из таких героев являлся Хаджи Дауд Мюшкюрский, который 300 лет начал борьбу за освобождение лезгинских земель от вражеского ига и воссоздание суверенного государства. В нашей истории этот человек оставил огромный след, как выдающийся политический деятель, полководец и воин. Но вместе с тем шейх Хаджи Дауд был и очень авторитетным религиозным деятелем, имам, духовный наставник, ярый сторонник единобожия, который вел целые поколения верующих людей по пути Корана и достоверной сунны. Хаджи Дауд Мюшкюрский, Хаджи Бек, шейх Дауд или хан Лезгинский, как называли его разные народы, был уроженцем Мюшкюрского Магала, главой местного суннитского духовенства и происходил из зажиточной крестьянской семьи. В истории Хаджи Дауд упоминается как духовный учитель Лезгистана, лидер суннитского джамаата. Хаджи Дауд был глубоко верующим человеком, его уважали за справедливость и порядочность. После посещения мусульманских святынь в Мекке он получил титул хаджи и с тех пор стал известен в истории лезгинского и других народов Дагестана под именем Хаджи Дауд. Горный аул, 19 век, дикие нравы, но чистые помыслы. Жил в этом ауле, пока не обрек, самый простой молодой человек, честный крестьянин, любивший свой промысел. Кири-Буба, так назвал его дед, старый лезгинь в честь отца своего. О мой Аллах, пусть оставит свой след, доблесть прославит на 1000 лет. Внук мой, дай сил мне направить его. Джигит между тем возмужал и окреп, горячее сердце кипит благородством. В поте лица, добывая свой хлеб, к бедам людским был не глух и не слеп, за справедливость умел побороться.
Много лет грабил, но не был грабителем, все отдавая тому, кто в нужде. Горы признал своей вечной обителью, и если беспомощных где-то обидели, он никого не оставлял в беде. Добрых полвека обрекствовал он, полвека гналась за ним жандармерия. Резок и быстр, как арабский скакун, не управляем, как целый табун. Он мог один повалить кавалерию. Легенды слагались в лезгинских домах о том, что не властно над демоном время. Старел он, но также внушал дикий страх. Чины появляться боялись в горах. Им ужас внушало одно его имя. Царский отряд дом под утро в кольцо взял по наводке без всяких помех. Ты окружен, выходи на крыльцо, папаху сними, покажи нам лицо. Сдайся и выбрось ружье, руки вверх. Хозяйка накинула на спех одежду, они сожгут дом и погубят тебя. Что станет с народом, лишенным надежды? Им вновь будет править шуты и невежды, и плохами станут опять тополя. «Мы все умираем», — ответил Кири, «но смерть очень важна и встретить достойно. Надежду Аллах всемогущий вселит, сегодня судьба не погибнуть велит, а завтра, я верю, придут еще войны. Пусть проклятым будет навеки стукач, рыдает старушка в объятиях сына. Не надо, деде, успокойся, не плачь, на каждую силу пусть знает палач, гораздо страшнее отыщется сила. Кири-Буба никогда не умрет, дух его будет витать над горами. Коль сунется враг, пусть пощады не ждет. Мы, горцы, не те, кто терпеть станет гнет, а наш Робин Гуд всегда будет с нами». Надпись на камне могильном гласит: у жизни Кири не выпрашивал брода, в истории нашей оставил свой след и доблесть прославил на 1000 лет. Да будет он вечно в сердце народа. Мухаммад Яракский, основатель мюридизма на Кавказе, а также учитель всех имамов Дагестана и Чечни. Хасан Эфенди ибн Абдуллах аль-Аль-Кадари, крупнейший ученый, историк, поэт, просветитель дореволюционного Дагестана, исламский правовед. Сулейман Стальский, лезгинский поэт, Ашук, основоположник лезгинской дагестанской досоветской поэзии, один из крупнейших дагестанских поэтов 20 века, народный поэт Дагестана. Максим Горький на первом съезде писателей назвал Сулеймана Стальского Гомером 20 века. Таких достойных сыновей много дал миру лезгинский народ. Храните историю, культуру и традиции, дорогие лезгины.